Залпом. Ли. Тишина, которую нарушают только ружейные залпы и звук метронома. У памятника погибшим в Великой Отечественной сегодня многолюдно. Повод весомый. Еще на одно имя из списка пропавших без вести стало меньше. Родные наконец-то нашли могилу советского солдата Алексея Герасименко. Солдаты – это те люди, которым больше никогда не смогли посмотреть в глаза их матери, жены, дети. Но это те героические личности, которые подарили нашей стране самое дорогое – мир. Алексей Герасименко был призван в ряды советской армии из Ставрополя в 1942 году. Служил на Кавказе. Погиб здесь же в военном госпитале Назрани номер 576. Ранения были несовместимы с жизнью. За 78 лет, которые деда не было, честно сказать, очень приятно. Я низко кланяюсь вам всем и участвовал в этом. Для Василия Герасименко, поисковика из Ставропольского края, этот день особенный. И не просто потому, что еще на одну надпись «Пропал без вести» стало меньше. Сегодня он узнал, где именно захоронен его дедушка Алексей Максимович. Василий не застал его живым, даже писем от него не сохранилось. Зато память родных и желание найти могилу деда не покидали семью. Я слышал от своих родителей, то бишь от своего отца, он младший сын, что в июне 1942 года он был призван с города Кисловодска, с Кисловодского горвоенкомата. И все. Поиски Алексея Герасименко не прекращались с самой войны. И кто знал, что спустя 78 лет именно внук найдет его могилу. Напасть на след удалось только 3 месяца назад. Во многом благодаря совместной работе поисковиков Ставропольского края и ингушских юнармейцев. Самым трудным из всего этого пути это было получить документ с Министерства обороны. Архивная справка, она очень долго делается, но нам помогли. Поисковое движение Чеченской Республики оказало содействие, и мы получили эту справку 30 августа. И вот с этого дня хочу выразить благодарность. Далее мы обратились в администрацию города Назрань, они оперативно отреагировали. Вторая мировая война, по общим оценкам, унесла от 50 до 80 миллионов жизней и стала одной из самых кровопролитных в истории человечества. Под землей еще покоятся останки миллионов солдат, ушедших в забвение. Что называется, вырвать их имена из небытия. Цель всероссийской акции «Вахта памяти». Поисковики со всех регионов страны вот уже на протяжении 7 лет ведут работы по установлению имен и поиску останков погибших. Наибольшее счастье для поисковиков – это когда при работе в поле находятся не только останки, но еще и личные вещи, которые могут идентифицировать данного бойца. Личные медальоны, в которых внесено и их имя. И вот перезахоронено уже поисковиками более сотни тысяч наших солдат. А вот имен, к сожалению, установлено намного меньше. Кульминация встречи – возложение цветов у могилы солдат, погибших в годы Второй мировой. На этой плите десятки фамилий, павших в битве за Кавказ. Это те, что подтверждены документально. А сколько еще безымянных солдат покоится на безымянных высотах? Поисковикам только предстоит узнать. Тамара Хшагульгова, Маирбек Миржоев, Новости 24.